прям чувствую благотворное влияние вот морской воды на мой организм. Забирает не только вот телесные недуги, но и душевную усталость, любую. Океан он забирает. Хорошее лекарство всего. Океан, чистый воздух. Очень светлая душа. Это чувствовалось вот в каждой фразе, которую он говорил. Благодаря таким путешественникам, как Никита и другие его последователи, которых сейчас очень много, мир становится добрее, светлее, интереснее, ярче. Никита, он совершил такое, что останется вот его путешествие на века, в веках. Основана на реальных событиях велопутешественника Никиты Тенже. Энергию черпаю я именно из природы, поэтому для меня это очень важный аспект в путешествии, это общение. Общение с природой. Все, доброе утро. Будильники вон ходят у меня тут шерстяные. Конечно же, это было интересно с самого начала. Как он только отправился в это путешествие, мы тут же начали следить за ним. В детстве именно через эти окна своего дома по улице Афанасьева в городе Чебоксары смотрел Никита на улицу. Возможно, благодаря им он открыл свой путь к путешествию, посмотрев фильм «В диких условиях». Меня этот фильм затронул на тот момент, в том возрасте, в 17 лет, когда я его посмотрел. Я как раз еще был на таком распутье, не знал вообще, чем заняться, где себя применить. Сильный такой фильм, именно, наверное, не сколько даже истории, а сколько режиссер, который это все передал. Очень здорово. Поездка в Восточное Кочевье у него началась через Чебоксары в Казань. И, как он сам отмечает, оказалось, что первым, кому он заехал, получилось ко мне. Человек весьма скромный, сдержанный, он не говорит о каких-то трудностях. Он говорит, да, вот были там какие-то. Но я подозреваю, что были и, наверное, существенные. Было голодал, проблемы с деньгами тогда были. Новая страна, новые условия. И иногда теряешься и не знаешь, где еду купить. И только заехал в Китай, смотрю, лежит большая связка бананов. Некоторые вроде даже нормально, я смотрю. Но я надеюсь, они не обоссанные никакие. Че бы парочку не взять? Че добру пропадать-то? Вот и набрал на югах много таких подарков с неба. Вообще вкусные. Ребята, приезжайте, короче, я координаты скину, где бананы. Ну, дорога очень классная. Это кузнечики у них так свистят, что ли. Какие цикады очень-очень громкие. Я хочу найти источник звука. Я и не понял, я пошел посмотрел, но так и не понял. На какой-то сверчок местный из джунглей.
Где ты? Будешь кеяться сейчас, да? Да, наверное, слонообразный сверчок. Ох, все, лежу в палатке. Выгнал муравьев, а то они у меня здесь прописались. Капец, сейчас в темноте среди этих волкодавов ездить. Главное, чтобы на цепи были. Смог бы ли я на его месте также путешествовать? Скорее всего, нет, потому что надо перебороть те страхи, ночевать в тайге, там, я не знаю, те же самые медведи могут выйти. О, буйволы уже пошли. Только он какой-то страшный, я не хочу к нему близко подходить. Вообще страшный. Но я вообще ожидал встретить каких-то диких животных, типа там слона, может быть, жирафа, поскольку это Юго-Восточная Азия, может быть, каких-то медведей, но все это как-то проходило мимо, и вот порадовала змея возле дороги. Ядрен Батонский! Зачем я ее увидел, а? Я теперь спать в палатке не смогу. Боже мой. И он делился вот такими именно что вот моментами, и ты понимаешь, что в путешествиях не все так гладко. Смотрю, он там приобрел новые кроссовки и вот не просто выбросил старые кроссовки, а решил это дело такой какой-то сакральный смысл, огонь развел. Ну все, прощайте, мои дорогие. Спасибо вам, отслужили верой и правдой. Столько воспоминаний с вами. Расстается с пройденным путем и едет куда-то в новый путь, начинает как бы новое движение. Теперь вы будете мне служить. Вышел из леса на берег, как из квартиры на улицу. Какое небо прекрасное. Тишина, спокойствие, благодать. Хорошо, что есть небо. Оно напоминает нам о великих подвигах, которые будут впереди. Он показал всем людям, что не нужно бояться расставаться с какими-то удерживающими моментами и реализовать всеми возможностями свою мечту. Можно прям с дороги покрутить на хорошую дорогу. Я сижу сейчас в Париже, дома, и там что-то на компьютере делаю, а Никита крутит барабан, и он загадывает сейчас желание, чтобы у нас у всех в Чебоксарах, там во всех местах, где он уже побывал, чтобы у нас у всех было хорошо. Кручу за вас всех, друзья. Дай Бог вам всем здоровья, удачи. И я реально вот эту энергетику, что ли, как-то почувствовала. Я крутил их с хорошими мыслями, с хорошими мечтами, чтобы они сбылись. Честное назначение, там сколько кругов именно там, то есть это тоже своя вся система, но я в нее не вникаю, стараюсь, я понимаю, что это за все хорошее. Да, снимаю.
Халё. Я гулял по городу и встретил просто котика. Что здесь нашел? Рыжика маленького. Игрулька. Ух ты какой! Ух ты какой игрулька! Ах ты кусака! Кусака? Ух ты псих! Да просто игрулька выпадает. Вот. Для него тоже радость. Нашелся человек неравнодушный, поиграть, который готов. Вот. И что, он пользуется моментом, кусает. Весна, да, у тебя, балбесина? Тепло, хорошо сейчас. Гуляй, гуляй не хочу. Ладно, Котофейка, пока. Пойду я тоже гулять дальше. Раз, два, три, четыре. Лево и вправо. Хорошо сидя дома, конечно, когда никуда ехать не надо. Каждый день знаешь, что будет завтра. А здесь не понимаешь, не знаешь, где ты ночевать даже будешь. Армия — это детский сад по сравнению вот с этим. Ох, не ахти, конечно, поспал. Как полудрем такой. Но лучше, чем ничего. Спальник не тянет, уже холодно в нем все равно спать. Вон уже местные начали шарахаться. Наверное, думают, что за тело здесь лежит под колонной. Главное, полежал, отдохнул, подремал, проснулся, поехал дальше. Такие интересные ночевки, такие как раз и запоминаются. Выкладывают все, что снимает. И ты невольно погружаешься именно в эту страну, где он находится. Кушаешь, ешь, что он кушает. Ходишь в ту же парикмахерскую, куда он уходит стричься. Помыли, постригли чуть-чуть, ребята. Вообще молодцы. Один человек знает русский язык. Вот учился в Москве. Как зовут? Русский имя, но Юрий меня зовут. Ага, Юрий. Учился в Москве, говорит, 3 года. Сейчас моим переводчиком работает. Они хотят, но фотографировать с вами. А, хорошо. Хорошо, сейчас сфотографируемся. Я точно знаю, что китайцы, они приветливые, что они очень любопытны, им интересно это. Им хочется вот с нашим гостем поближе познакомиться. И это не раз уже, когда он видео снимал, отмечал, что ему все сигналили, пибикали, как-то приветствовали. Hello, hello. Здорово надо говорить, здорово, а не hello. Здорово. Я тут как экспонат стою. Надо бабки зарабатывать на это. 5 юаней за просмотр. Довольно дружелюбные, гостеприимные, им интересно, они общительные, любят общение. Вот, увидев меня на велосипеде, ну, я там не единственный проехал, то их много проезжает. Вот, и хорошо, что путешественники оставляют такое хорошее впечатление. Гостиница в одной. Я искал ночлег, они уже закрылись. Ну, говорили, что нет возможности переночевать. Они вообще делали, по-моему, ремонт, что-то. Собакин ко мне подошел, приласкался. Вот это вот хороший пёся. Не кричит, не гавкает. Пришел, уткнулся тут и все. Ты что там уткнулся? Стесняешься, что ли? Хозяева очень любят собаку, как бы доверились ему и сказали, что, в принципе, ты можешь ночевать, и денег мы с тебя не возьмем. То есть и накормили, и спать вложили. В этом всем Собакин виноват. Собакин все устроил. Хозяева же чувствуют, когда человек хороший, когда собака
приходит ласкаться, не ко всем же приходит. Собакин меня приютил, в общем. И потом, когда я уезжал, он уже грустил, сидел возле входа и смотрел жалостно на меня таким взглядом, что сожалел, что я уезжаю. Малыш меня уже с утра встречает, сидит. Все, поеду дальше, малыш. Те посты, которые он делает, да, то есть и видео, и фотографии, говорит о том, что он смотрит на мир открытыми глазами и хочет поделиться с тем, что он видит, с другими людьми. Вот за это мы его и ценим. Ну все, попрощался с хозяевами. Малыш, ну ты же самый главный тут хозяин, да? Давай, малыш, счастливо. Ты что такой грустный? Ты уезжаешь? Ну, малыш, так надо, что? У меня дом далеко, мне домой надо тоже. Давай, пока. Пока-пока, малыш. У него палатка была завалена снегом. И можно себе представить в такой холод ночевать в палатке, какая бы ни была одежда, но это вот, считай, под снегом. Это, конечно же, еще больше поднимало вот его значение, его поступка и вот его путешествия в наших глазах. Как ему пришлось переночевать в таких сложных ситуациях. Ты понимаешь, что это действительно какая-то большая работа. Не просто крутить педали, не просто наслаждаться видами. Невзирая на такие тяжелые условия, на погоду, и в дождь, и в снег, в холод, и в жару, он добивался своей цели. Особенно вот эти моменты, когда он в горах, там снег, прямо аж до дрожи пробирает, потому что понимаешь, через что человек проходит в этот момент. А какова его миссия вот в этом путешествии? И Никита очень просто и хорошо на это ответил, что миссии никакой нет. Он просто едет для того, чтобы познать мир, посмотреть мир, больше узнать, познакомиться с людьми. Справа Леха с Беларуси, лево с Украины, короче, а посередине чуваш стоит. Иду домой, загрузил мне Леха гречки там. Дорожку, да, немножко. Соскучился я уже по этой гречке. Ну хлеб съел с утра, целую буханку, вы не поверите. Да ничего, дорвался, называется. Он с людьми очень хорошо сходится и общается. То есть все это позволяет ему, конечно, путешествовать и находить новых друзей, последователей даже в том числе. Я вот следил за его путешествием, мне тоже стало вот интересно вот эта вот тема велопутешествия, вот, и мне вот пришло в голову как бы самому тоже вот почувствовать это на себе. Все, друзья, доброе утро. Встал, собрался. Вот, сегодня я в таком прекрасном месте ночевал. Андрей Романов говорит, что Никита вдохновил его отправиться в велопутешествие на большие расстояния. Мне уже захотелось тоже вот проехать несколько тысяч километров и уже испытать это на себе, узнать, что это такое. И вот я решил поехать на Кавказ, по республикам Северного Кавказа. И вот я вот целый год к нему готовился. За 30 дней я проехал 4000 с лишним километров. Очень доволен своим путешествием. Спасибо Никите за то, что вдохновил меня на это путешествие. Вот Андрюха стоит, наш кавказский, тоже на Кавказ ездил, молодец. По моим следам практически. Так что надеюсь, вот таких людей, как Андрюха, теперь будет больше из Чувашии. Вот если бы не твое путешествие, я тоже, наверное, никуда не поехал бы, катался бы по городу только. Да ничего. Вот я говорю, сейчас больше будет людей понимать, что надо путешествовать для развития, смотреть. Тем более на велосипеде возможность-то хорошая вообще. Можно уехать, бензина, ничего не нужно, палаточка. Да.
Главное расставить приоритеты в жизни, и все. Это самое главное, да. Благодаря таким путешественникам, как Никита и другие его последователи, которых сейчас очень много, мир становится добрее, светлее, интереснее, ярче. Я также заметил, что больше людей расширяют свой кругозор при помощи велопутешествий. Среди них Роман Андреев, который благодаря рассказу Никиты отправился в путешествие. И он мне рассказал свою историю. 1 и 2 месяца в дороге по Кавказу на велосипеде. А я ему тогда сказал, что я кино снимаю. И он мне сказал фразу: тебе как режиссеру необходимо отправиться в путешествие. И вот я тогда что-то перещелкнуло в голове И доехал до Турции из Чебоксар. За 10 месяцев Роман проехал на велосипеде более 10 тысяч километров. За день до возвращения на родину мы встретили его на границе Республики Чувашия и отправились на поиски места под солнцем во главе чувашского путешественника Никиты Тенже. Получается так, что именно в этот вечер состоялся первый поход и рождение клуба «Чувашский путешественник». Но в тот момент пока никто из нас про это не знал. Ранним утром я увидел волшебный рассвет на берегу реки Волги. Пока все друзья спят, к нам в гости пришел рыжий хвост и 2 уха, дикий, лесной, с виду домашний кот. А может быть, мы у него в гостях? Рассвет встречаю я с утра и слышу пение соловья, как птица по волнам плывет, а кот сидит и тихо ждет. Вдали корабль проплывает, а кто-то ждет и все мечтает. Мурчание рыжего кота придаст вам силы и тепла. Привет, Никита. Здравствуй, Виктор. Салам Пурнеде. Вижу, ты сейчас в путешествии. Где находишься? Сейчас я нахожусь в Лаосе. Проехал уже 22 тысячи километров. Вот на том берегу уже Таиланд. Уже где-то в километрах ниже 5 уже мост. То есть завтра я буду в Таиланде. Про Никиту я узнала из фильма «Движение в Чебоксарах». Первый раз увидела его на экране. Мне очень понравились его слова о своем путешествии, о своем отношении к жизни. Как ты решил и пришел, что путешествие это твое? А как пришел к этому? Как пришел? Я просто слушал свое сердце. Сердце мне подсказывало, что
Нужно познавать мир. Вчера я палатку ставил вот возле этой вышки. А утром встает, вот ночью просыпается, оказывается, к нему подступила вода. Вода была далеко за теми буями. Он услышал шум волн и успел палатку отодвинуть. И вот это было интересно для меня. Вовремя я проснулся, ничего не намочил. Больше было бы эмоций, если бы он проснулся бы в воде. В дороге, конечно, нежелательно слушать музыку, но иногда так просто скучно и нету сил, и хочется чем-то зарядиться. Музыка – это такая движущая сила, очень хорошая. Встретил путешественницу из Германии. О, едут, красавица. А what's the city to Germany? What's the city? Berlin. Berlin? О, из Берлина. Правильно, хочешь ехать? Я восхищен данным человеком. Он презентует Чувашскую республику во всемирном пространстве, фактически являясь послом Чувашской республики во всем мире. Флаг пусть висит, когда будешь взять, заберешь? Да, да. Пока ты здесь, видишь? Все, Иракон Пулга. Можно. Иракон Бульча, да? О, хорошая белька. Хорошая белька. Не пошли козу доить. Певица. Вот так набираешь туда, потом прижимаешь. Там, она сама уже лежишь. Да? Да, прикольные ощущения такие. Попробуй. В самом центре Пекина сделала официальное чувашское фото с флагом. Его путешествие на велосипеде как тонкой-тонкой ниточкой, но несмотря на то, что эта нитка тонкая, он связывал народы и крепко между собой. Он говорил о своем народе. Он очень бережно и красиво говорил о том, что он всегда говорил, что он из Чувашии, что он чуваш. Welcome to Chavash Republic. Yeah, I would love to. I never had idea about this Chavash Republic. Chavash Republic, and I write my contact. Thank you. Тавдабуш чувашский. I'm Chavash. Yes, Chavash nation. And Тавдабуш, and спасибо. Thank you. Gracias. О, Хамарьял в Таиланде. Вечер продолжается. Хорошо здесь, в Таиланде. Можно сидеть круглые сутки на улице, общаться, обсуждать будущее Чувашии. Я думаю, что вот Никита, он везде находит хороших людей. Есть люди, которые прям светятся. Канал «Чувашский путешественник». Всем радости и лайка! Он как-то воспринимает все хорошее, что есть, и берет это с собой, и везет дальше, и с нами делится. Откуда земляк? Чувашия. Чувашия?
Чувашии на велосипеде, что ли, есть? Да, ну не только с Чуваши, я уже 2 года в дороге. Откуда? Ну вот до Владивостока доехал, Средняя Азия, Владивосток, потом Китай, Таиланд, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, опять через Китай, Монголия, сейчас сюда. А кто тебя спонсирует это? Бог спонсирует меня. А это наш священный просто велогость, который осветил нашу территорию. Освещает, да. Ну, спасибо, спасибо. Он своим трудом, своим умом, своей силой, своей энергией старался на всем своем пути поднимать имя Чувашия, название Чувашия. Ну вот, все. Оставил след небольшой, как в армии, на стене. Вот Женя из Новочебоксарска. Сейчас еще подъедет. Земляки везде есть. Чуваши рулят. Все чуваши люди наши. Все правильно. Хамар-Ял. Ну я тут, короче, посмотрел, тут русскоговорящих столько. Очень много. Ты попал в русский квартал. Вдруг целый остров заполнен такими существами, обезьянами, которые шарят по карманам, забираются там на спину, на плече сидят. Вот это Юго-Восточная Азия. Очень такая интересная серия. Себе тоже добавил видеозаписи. Не просто смотрел, а уже добавил, чтобы можно было снова пересматривать. Малыш, я тебя домой заберу. У меня кот рыжий есть. Будешь дружить. Все, нашел я себе спутницу. Дочку себе нашел. Без жены, короче. Я вначале думал, надо жену найти, потом дочку. А оказывается, можно сразу дочку сделать. Что-то я поворот проморгал, не туда поехал. Километра 3 проехал, сейчас вон возвращаюсь к перекрестку снова. Вот так вот иногда невнимательность бывает. Задумаешься о чем-нибудь и поедешь не туда. А может туда, кто его знает. Обычно случайностей не бывает, и все закономерно. Когда дорога привела Никиту в Новосибирск, то он тогда еще не знал, что благодаря этому он встретит свою будущую жену Анастасию, которая родит ему дочку Аю. Чувашский путешественник приехал в Новосибирск на велосипеде. Он уже преодолел 8500 километров. Будущий учитель географии Никита Васильев отправился в путь 7 месяцев назад. Сейчас он находится в Новосибирске. Наш город оказался на середине пути. Впереди дорога до Дальнего Востока протяженностью еще около 7000 километров, а затем путешественник планирует тем же способом вернуться в Чебоксары. Я сам не ожидал, что Никита сможет путешествовать по Китаю, потом еще Вьетнам, Таиланд. Это, конечно, было невероятно и круто. Я в жизни не видел столько чаек. Он сидит, выпрашивает у меня. Оп! Здорово такие места находить. В Китае города очень такие создают комфортную среду в городах. Просто у нас стереотип в России еще, что китайские города – это обязательно заводы, трубы одни торчат, смог. На самом деле это все не так. Очень много зелени. А, как вкусно пахнет. То ли от девушек, то ли от цветов. Я даже не ожидал, что так классно будет. Вот что значит, когда никуда не спешишь, когда есть время отдохнуть. Вот расслабляешься, гуляешь. Напарницу кого-нибудь, конечно. Одному скучно так гулять. Я чувствовала, что, наверное, это я. Так нескромно скажу.
Потому что я подумала, ну кто еще, какая еще чувашка может так за ним следить и захочет вообще с ним поехать, потому что велопутешествие это не комфортабельная поездка на автомобиле или на самолете. Поэтому каждый раз, когда он говорил, мне нужно жену найти, мне нужно девушку найти, которая сможет со мной поехать, я так подумала, ну вот хорошо бы вот он бы мне предложил поехать, я бы согласилась. Как поучительно на автостоп все-таки. Маленькая аналогия жизни. Ждешь, но это ожидание стоит того, когда ты ловишь нужную машину в нужном тебе направлении до нужного пункта назначения. Также и в жизни нужно приложить усилия, чтобы дождаться нужного тебе человека, в котором ты нуждаешься, и пройти с ним весь жизненный путь. Много останавливается людей, предлагают свою помощь, но им либо не по пути, либо багажник маленький. Также и в жизни. Много людей приходит, но все-таки нужно ждать нужного человека. Слава Богу, что я нашел такого человека, с которым я чувствую себя так же свободным, когда еду в паре. Ну, мысли материализуются. Ну, тогда я на тот момент еще не нашел такого человека. Поэтому так случилось. Для меня был серьезный шаг взять с собой напарницу. Ну, взял и не пожалел, и не жалею также. Еще, наверное, чувствую даже более себя свободным. Нормально, Настя. Все готово к дороге, уже все заряженное, да? Сейчас посмотрим. Сейчас стою на этом перекрестке уже минут, наверное, 15, 10, наверное. Вот. Настя, короче, профукала поворот. А я ехала всегда сзади и Никиту держала в поле зрения. И там была развилка. Одна дорога вела в Тюмень, а другая такая невзрачная вела в Екатеринбург. То есть он был буквально в 2-3 километрах, но нужно было просто вот этот поворот не пропустить. Я не заметила, как Никита свернул, юркнул туда. И все знаки, которые показывали мне, вот тут Екатеринбург, я их просто проигнорировала, поехала в другой дороге. Я не знаю, я назад не поеду сейчас ее искать. Да, сейчас зрители скажут, это не по-джентльменски, еще чем скажут. Что это испытание будет, пускай сама едет. Все за мной, да за мной. Пускай сама найдет. А у нее связи нет еще. А она сейчас, наверное, уже далеко уехала, догонять я уже не буду. Я чувствовала большую обиду и злобу. Обиду на Никиту, злобу на себя. Я подумала, как можно быть такой растяпой, чтобы отстать от велосипедиста, который перед тобой буквально в 20 метрах едет. Нашлась, Настя, нашлась. Чё? А ты чё меня не увидела? Потерял-то, да? Я же не видела. А ты чё потерялась? Как ты не видела? Я ж перед носом у тебя повернул. Чё ты испугалась? Настя, ты чё? Девочка испугалась. Эмоций тогда, конечно, испытали много. Сейчас вспоминаем об этом с улыбкой, со смехом. Такое, как интересное приключение на дороге. Главное, с хорошим настроем быть ко всему относиться. Даже если что-то пришло плохое, надо к этому относиться как к ступени, к очередной. Не зря говорится, сквозь тернии к звездам. Вот, поэтому во всем нужно видеть смысл. И что если тебе дана трудность, то она не просто так, что тебе нужно ее преодолеть. Все, лезем наверх. Я же хотел высоты покорять. Вот и покоряю. Уже 2 китайцев запрягли. Женщины запрягли. Баулы мои тащить. Спасибо им. Он идет в свой страх, если у него вообще это есть страх. Потому что после таких путешествий понимаешь, что страха у тебя нету. Даже страх появляется, наверное, в городе. Потому что в городе ты понимаешь, что ты, в принципе, получается, не знаешь, чем заняться. Ты привык 2-3 года колесить по свету, а в городе приезжаешь, и здесь обычно такая обыденная жизнь. На одном месте он точно усидеть не сможет. В нем кипит энергия, ему нужна деятельность. Просто представить себя, что он будет там сидеть и работать, это
пока невозможно. Есть у него идея, есть желание посмотреть мир. Ну, есть сподвижники и те, кто его поддерживают, это, наверное, и родители. Ну и сейчас это его спутница жизни. Никитка, да ты оптимист? Да? Да. Ты серьезно? Серьезно. Конечно, Никитка. У нас все получится. На это время Никита проехал более 50 тысяч километров на велосипеде. Это расстояние больше, чем проехать вокруг Земли. По словам чувашского путешественника, это только начало пути, и в скором будущем их ждет уже семейное кругосветное велопутешествие. Мы, чуваши, везде всегда земляка будем встречать с распростертыми объятиями и с гордостью, с национальной гордостью. Это у нас тот же Николаев, тот же Василий Иванович Чапаев. Это наш герой. В нашей жизни офисной это все повторить, вот эти его подвиги, понимаем, что никак, но тем не менее стремиться будем к этому. Нет, но мы задумываемся пойти в магазин и купить себе велосипед. По крайней мере, как минимум начнем с этого. Хотя бы Я скажу так, что никто из нас здесь присутствующих не сможет повторить такой подвиг, который совершает Никита. Никите троекратный гибит! Ура! 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 Можно бросить все и поехать изучать мир. Можно делиться с другими людьми, то, что ты узнаешь. И мы, глядя на его репортажи, можно сказать, невольно с ним путешествовали. Ну, милая девочка, когда приехал, такая обаятельная, бояшка. Вот. Да, такая вначале стеснялась, а потом, конечно, к камере уже привыкла, начала позировать, бегать, смеяться. Сейчас, наверное, растет, живет у себя в Монголии. Хорошо здесь сидеть. А кто-то в городе сидит, кроме квартиры ничего не видит, бетонных стен. А у вас тут такой простор. Вот так вот люди живут. Из путешествия Никиты? Монголия мне очень запомнилась. Вот, я смотрел прям с удовольствием вот эти его видеоролики про Монголию. Но это было здорово. Это было сильно. У него там дети что-то стырили, какой-то момент был. Вот, он такой к ним подъезжает и говорит: здорово. Здорово. Где этот фальшфейер? Здесь был. Где? Вот здесь вот. Ну ладно, бог с вами, детишек, что за вас возьмет. И самый хороший момент был, когда он говорил: это не вы виноваты, что вы своровали, а ваши родители, то, что вас не воспитали. Я нашел такое замечательное место, как прям чувствовал. С утра проснулись, восход солнца, потом туман. До сих пор этот рассвет перед глазами стоит. Такое ощущение создавалось, как будто бы мы где-то на каком-то высоком перевале, а внизу обрыв. Потому что туманом все застилает и не видно ничего. И когда солнце всходило, казалось, что оно всходит над вершиной какой-то, не знаю, очень высокой горы. Как в сказке получилась картина.
вообще никогда ни о чем стараюсь не жалеть, а тем более о таких довольно интересных шагах. Да я и тогда не сомневалась, и сейчас думаю, что если бы все нужно было вернуть и как-то заново пережить, наверное, ничего бы не стоило менять. Этот закат хочется снимать и снимать. 21 сентября 2017 года войдет в историю Чувашии как важное событие возвращение чувашского путешественника на родную землю. Народный герой Никита вместе с собой привез единомышленницу и подругу Анастасию. Благодаря этому сегодня уже родилась семья с фамилией Денче. Чувашская фамилия Денче. Основной перевод — это мир. Можно вселенная перевести, сфера, то есть, по сути, земля. Хорошо сочетается как раз с моей деятельностью путешественника. Мне казалось, что мы как национальные герои или кинозвезды, или, не знаю, спортсмены, которые что-то выиграли. Я думала, что вся Чувашия просто знает, что мы приехали, все Чебоксары нас ждут. Причем меня встречали так же тепло, как и Никиту. Я думала, я совершенно незнакомый здесь человек, который впервые вообще в Чебоксарах, но приехав сюда, как дома ощутил себя, потому что люди меня знают. Ко мне подходили люди, которых я никогда не видела, но они так встречали меня, как будто уже давно в курсе, кто я. Ну вот и Чебоксары. Даже не знаю, что чувствую. Конечно, здорово. Здорово и печально, что восточное кочевье заканчивается. И для вас, друзья, наверное, это тоже. Но ничего, будут и новые путешествия. Было такое ощущение, что мы встречаем космонавта. Велокосмонавт наш, Никита, вернулся домой. Но он достаточно целеустремлен. Впереди у него тоже есть будущее, за которое, насколько я понимаю, он тоже крепко держится обеими руками. Все путешествие на велосипеде был чувашский флаг. Это вот преданность, любовь к родной земле. Поэтому вот и у меня возникла такая ассоциация, что это вот тот голубь мира, символ мира, который был написан Паблом Пикассо с веточкой оливковой. И вот этот флаг, у меня было ощущение, что вот да, вот он, этот голубь светлый. Молодец. Давай. Самое главное здоровье, еще раз здоровье. Самый сильный, самый способный. Как он приехал в Чебоксары. Вот это я не забуду. Мы стояли, встречали. И я забыл слова, я проглотил слова. Когда он такой простенький подошел, там обнял, говорю, вот, это было самое запоминающееся, мне кажется. И Никита, и Настя чрезвычайно обаятельные, приветливые люди. Наверное, благодаря им создается такая атмосфера, где бы они ни участвовали. Успехов ему хочется, вот, великих свершений, которые, я думаю, что у него будут. Я считаю, что каждый житель Чувашской республики должен чем-то помогать Никите, хотя бы лайками в интернете, быть подписчиком на Никиту, потому что это человек, который реально вошел в историю Чувашии, один из самых ярких людей 21 века. Возьми, пожалуйста, вот это на путешествие, просто чисто. Спасибо. Меня Илюха зовут. За поддержку велодвижения вообще, Чебоксары, и вообще
продвижение Чувашии на других регионах, за то, что вклад вносишь такой. Спасибо большое. Давай я тебе еще раз обниму. Приятно вот так людей встречать по Чебоксарам. Давай, я тебе спасибо. На ежегодном велобале Чувашии под овацией народного духа Никита и Настя стали нашими велокоролями. Велокороль и велокоролева вот здесь вот рядышком перед вами. Под ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья! Художник Александр Ильин подарил нашим героям их же портреты. Держите. Спасибо большое. Я думаю, что у нас еще будут с ним встречи. Он нам еще будет рассказывать и в школах, и в высших учебных заведениях. Учась в школе, я был бы счастлив, если бы ко мне в школу пришел бы такой человек, как я, путешественник. К сожалению, к нам такие не приходили. У детей все равно это отложится все в голове. Может, они и забудут, но как-нибудь все равно будут помнить, что к ним приходил путешественник. Меня, может, они и забудут, но будут вспоминать то, что они чувствовали, когда я им рассказывал про путешествия, какие-то образы, картинки. Все-таки мы запоминаем образами, можем человека и забыть, там какие-то события, остается образ, как во сне. Вот. Это где-то отложится у ребенка, и в будущем он это уже будет за своей мечтой уже стремиться, познавать что-то новое, изведывать неизведанное. Вообще глоток свежего воздуха и воды. Конечно, то, что он уже сделал, это останется в истории, когда он ездит в Чебоксарах по школам, показывает, насколько можно быть смелым в своих поступках и решениях, просто действовать. Вот Никита, наверное, показывает своим примером людям, что можно не бояться и делать. О, какое настроение прям обалденное, прям зарядился энергией природы. Мне было очень приятно, что есть среди нашей молодежи вот такие ребята, как Никита. И хотелось бы, чтобы они больше встречались с другой молодежью. От него идет тепло, доброта, понимание собственного «я», чего я хочу в жизни. Всегда, конечно, буду помнить тот мыс счастья, как я его назвал, во Вьетнаме, когда я остановился. Думал только на ночевку, а остановился на неделю. Погружалась в эту атмосферу, в эту местность, что вот хотелось, скажем так, даже как-то прильнуть к экрану и тоже оказаться там. Очень приятно смотреть видео, душой отдыхаешь и радуешься за Никиту. Как будто бы ты сам побывал в этом путешествии. Какая же красота здесь. Как я счастлив, что нашел это место. Сама рука Бога меня сюда привела. Можешь жить здесь остаться, мне уж терять нечего. Он говорит то, что он думает. То есть я не замечал такого, чтобы он хотел понравиться нам, зрителям. Он вел себя всегда естественно. Вот. Он был на природе, он был един с природой. Я прям чувствую благотворное влияние морской воды на мой организм. Забирает не только телесные недуги, но и душевную усталость, любую. Океан он забирает. Хорошее лекарство от всего.
океан, чистый воздух. Чем больше слушала, тем больше этот человек к себе притягивал. Он был настолько светлый, он внешне светлый парень и очень светлая душа. Это чувствовалось вот в каждой фразе, которую он говорил. Он очень бережно отзывался о людях, которые встречались ему в этом длинном путешествии. Говорил о них с любовью. Энергию черпаю я именно из природы, поэтому для меня это очень важный аспект в путешествии, это общение. Общение с природой. И отдохнув пару дней от людей, от городов, в одиночестве, всегда могу двигаться дальше. Если бы я так не делал, не раскрепощался на природе, то вряд ли бы, наверное, проехал бы столько. То есть черпаешь силы самой природы. Мы вышли из природы, и мы не можем, это как с матерью, обрубаешь связь просто. То есть с этой жизненной энергией, с жизненной силой. Поэтому мы никуда без нее. Мне понравился еще момент, когда он купался в море один. Как он радовался, и эта радость, мне кажется, передавалась и его зрителям. Искупался заключительный раз в море. Я уже знал, что дальше дорога пойдет вглубь континента. Уже не знаю, когда увижу его в следующий раз. И вот так символически прощаться очень приятно и грустно в то же время. Никита, ну он просто молодец. Есть такое слово русское «молодец». Оно говорит обо всем. Чувашский велопутешественник Никита Тенджи вернулся на родину, чтобы снова отправиться в движение по дороге жизни. Вся наша жизнь – это большая дорога, бесконечная. Друзья, путешествуйте, и вся планета будет как один большой дом восприниматься.